Витаю вас, друзья! Сегодня 5 января 2026 года, 18 часов по Берлину, 20 часов, соответственно, по городу Джахару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Напоминаю, как обычно, всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные задавайте вопросы, пишите комментарии. И давайте обсудим очень интересную тему, которая сейчас разворачивается. Сегодняшний стрим наш называется «Шок. Путин жертвует Мадуро, чтобы зачистить Патрушева». Давайте об этом и многом другом поговорим, как говорится. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Так, как мы знаем, был задержан человек, который изображал из себя президента Венесуэлы, Николас Мадуро. И фактически удар был не только по Коле Мадуре, но и по Коле Патрушеву. Операция Кокалянус. Давайте по порядку. Начнем с Нагорного Карабаха. В 2023 году Азербайджан взял регион. Армения в шоке. Россия. Путин просто смотрел, как его союзник тонет. Почему? Карабах стал балластом в войне в Украине. Жрет ресурсы. Миротворцы РФ там были бесполезны. Пашинян начал заигрывать с Западом. Фактически налаживать мосты. Ну и, конечно же, турецкая армия, натовская армия и война в Украине, которая не дает никак России развернуться. Прямо она задавлена, зажата со всех сторон. Также мы знаем, что Асад пал в 2025 году. Путин, Россия вложила туда миллиарды, потеряла тысячи своих боевиков. Но когда запахло жареным, бежала, вывезла, эвакуировала, сдала. Хотя базы оставили. Базы оставили и, говорят, на 49 лет продлили договор. Иран тоже стоит здесь отметить, который тоже Россия скидывает как балласт. Иранский генерал прямо говорит, что Россия их предала. Ну, вот такие вот дела обстоят. Полностью Россия всех сбрасывает балласты. И одна единственная такая маниакальная, патологическая такая тяга додушить Украину, убить ее. Просто брата родного. Вот как любит Россия, ФСБ украинцев. И, конечно же, логично будет предположить, что Путин и ФСБ понимают, что, в первую очередь, наверное, Путин сейчас понимает, что проиграть в Украине – это проиграть свою свободу, либо даже свою жизнь. Но точно трон, точно будет смещен со своего поста Путин. Чем был полезен Мадуро? Давайте сперва посмотрим. Мадуро был полезен нефтью через Роснефть, антиамериканский фронт, Вагнер там ошивался. Все как положено. И также, конечно же, уничтожение Америки, американского населения при помощи наркотиков. Это очень старая советская практика. После того, как Мадуро задержали, как мы знаем,
ни одного погибшего американского солдата, ни одного сбитого вертолета, около 35 уничтоженных колумбийских боевиков, которые охраняли, кубинских, извиняюсь, боевиков, которые охраняли Мадуро. Ну, в принципе, просто ювелирная супер работа. Ну, как она возможна? Причем до начала самой операции, буквально за несколько минут, российская сторона и китайская сторона были уведомлены о том, что идет эта операция, и пацаны, давайте вы не будете вмешиваться. И пацаны не вмешались, чтобы избежать эскалации. Проведена ювелирная работа. Мадуро с женой, обвиненные в наркотерроризме, трафике кокаина в США, доставлены в Нью-Йорк. Мадуро был не просто диктатором, он связан с наркотрафиком через картель Солнц. Это такой латиноамериканский картель, который состоит из нескольких крупных банд по производству и сбыту наркотика. И Россия, конечно же, прикрывала, всегда и в советское время прикрывала, и сейчас прикрывала наркотический бизнес. Так, например, в 2018 году произошел скандал, где Патрушев был фактически выявлен, который прилетел в Аргентину, где в российском посольстве хранилось около 400 килограммов чистого кокаина, предназначенного для реализации. На тот момент экс-глава ФСБ, секретарь Совбеза, полетел в Аргентину за этим товаром. Россия обеспечивала логистику, документы, прикрытие дипломатическое вплоть до ООН. Мадуро обеспечивал защиту, физическую защиту трафика, производство, перевозку, хранение и все остальное. Фактически Патрушев и Россия, ФСБ выступали в качестве крыши. И сейчас арест Мадуро – это просто колоссальнейший удар по самому Патрушеву. Это говорит о том, что Патрушев, уголовное дело с доказанной базой у американцев уже есть, я думаю. Может быть, ситуация произошла как с Башаром Асадом. Нам рассказывают, что на военную базу, на его резиденции он какую-то железную дверь хотел забежать, но она не успела закрыться, и так далее, и так далее. И он был арестован. Но могло быть так, как это было в Сирии, когда вывезли Башара Асада на российскую военную базу и оттуда доставили в Москву. На этот раз американцы сделали отвлекающий удар по разным объектам в самой Венесуэле и приспокойненько забрали. Есть информация, что американцы получили тоже ранения, есть раненые американцы, убитых нет. Вертолет пострадал, говорят, но тоже не критично, взлетел, прилетел, все нормально. Короче говоря, ситуация именно для Патрушева она плохая. Она в целом плохая для имиджа России. Россия вложила туда колоссальные средства. В Венесуэле есть Роснефть, путинская, сеченская, путинская Роснефть. И если Роснефть оттуда будет выкинута, то Путин не причастен, скажем так. Моя гипотеза, сегодняшняя гипотеза, которую я озвучиваю, она может быть неверной. Но если Роснефть останется в Венесуэле, как осталась военная база российских в Сирии, российских бандформирований, точно так же, скорее всего, Роснефть останется. Если не останется, то, скорее всего, Путин ни при чем.
А для Патрушева это прямой удар, это уголовное дело со свидетелями, с именами, с явками, с паролями, как они любят. И внутри России Путин сделает так, фактически это уже произошло, что Патрушев станет слабее. Он уже не рукопожатен, он преступник, у которого за плечами уголовное дело в Нью-Йоркском суде, в Бруклинском, по-моему. И вот такая вот интересная ситуация разворачивается. Вот смотрите. Мадуро не просто диктатор был, как я уже сказал, он глава картеля «Солнц», венесуэльской сети, трафик кокаина в США и Европу. А Патрушев, он по уши в этом. Вспомним скандал, который я сейчас озвучивал в 2018 году, который был 12 чемоданов в посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 килограммами как чистого кокаина. По данным аргентинской полиции, стоимость 62 миллиона долларов. Но это в Аргентине 62. За Аргентиной это может стоить дороже. Чемоданы предназначались для отправки в Москву на правительственном самолете Ил-96, принадлежащем специальному летному отряду России. И кто летал на этом самолете в Аргентину в декабре 2017 года? Правильно, Николай Патрушев, тогдашний секретарь Совета Безопасности РФ. То есть фактически это Россия занимается. Не Патрушев отдельная какая-то фигура там внутри ФСБ даже. А это целый секретарь Совета Безопасности. Это самый главный орган, фактически. И этот орган сейчас и самого Патрушева, у которого 2 сына подросли, один в нефтяной промышленности, другой в банковской отрасли. И он представляет угрозу. Он претендует, прямо об этом говорят. И мы знаем, что Патрушев это просто более кровавый, наверное, чем даже Путин. Это просто людоед, просто человек, просто абсолютно лишенный всякой человеческой морали. Расследования показывали тогда, дипломаты РФ, включая атташе по безопасности, координировали трафик с венесуэльскими поставщиками. Аргентинская полиция тогда заменила кокаин мукой, отследила цепочку и арестовала 6, включая русских. Далее, Путин не новичок в таких маневрах. Он методично чистит элиту, чтобы избежать переворотов. Аналогия напрашивается сама собой со сталинскими зачистками в 1936-1938 годах. Так называемый Великий террор, который унес жизни около 1 миллиона человек. Включая старую гвардию вроде Бухарина и Зиновьева, обвиненных в предательстве для консолидации власти. Путин делает то же самое, но современно, через аресты, несчастные случаи и отставки. Понимаете? Очень даже все складывается. Очень. Сейчас Россия находится в агонии. Война в Украине буксует. Санкции душат экономику. Трамп вернулся и прессует глобально. Сбрасывая внешний баланс, Путин фокусируется на внутренних. Украина, альянс с Китаем. Патрушев и его силовое мышление тянет в изоляцию. Его устранение позволит модернизацию или сделки с Западом. Реакция Кремля на данный момент – молчание и бормотание Медведева. Это не шок, это просто растерянность, это просто катастрофа. Но нужно понимать, что Путин никакая не жертва, это самый настоящий людоед, хищник, сбрасывающий балласт для выживания. Мадуро слит,
Патрушев на мушке. Это чистка, свойственная Сталину. Но, знаете, мы все говорим о том, что нужно бороться. Я все вам не буду, здесь у меня немножко подготовлено было, просто здесь цифры, что они финансировали Хизбаллу и все террористические организации, как в Латинской Америке, так и на Ближнем Востоке. Я уверен, они также финансировали бы и финансировали до сих пор здесь, в Европе, все это дело. Всех вот этих левых каких-то там революционеров, имперцев, еще кого-то, потому что Путину здесь, в Европе и в Америке, нужно создать хаос, развалить Соединенные Штаты Америки, развалить Европу, начать сепаратистские войны на территории Европы. Именно поэтому сейчас Путин начал пробрасывать, что право народов на суверенитет это незыблемое право, закрепленное в уставе ООН и все такое и тому подобное. Хотя чеченцев он утопил в крови, взорвав, Патрушев, между прочим, взорвав своих же россиян, русских, спящих в своих домах, и не только в домах, автобусы, троллейбусы, метро. Это все террористические акты фашистского ФСБ. Непосредственно, который руководит Бортников, Патрушев и вот эта вся свора палачей. И вот такая вот сворачивается ситуация. Но смотрите, накладываются санкции на Россию. Полностью огромная работа ведется. Даже вот эти теневые танкеры, которые вывозят нефть, их задерживают. Вот сейчас Финляндия арестовала, страны Балтии там танкеры арестовывали. Ну, короче, много чего происходит. Весь мир заточен на то, чтобы Россию изолировать, обложить ее санкциями. Ну, какой толк здесь, на Западе, если только ограничиться санкциями внутри России? Да, население будет нищать, да, у них будет оружия меньше, имеется в виду возможности меньше воевать. Оружие, которое у них, они готовы к Третьей мировой войне, и автоматы, патроны, это все у них возможно сделать. Особенно сейчас при помощи дронов, которые они тоже уже научились делать там, или закупать у Китая, или Северной Кореи, или Ирана. Какой толк, если не убрать черную кассу? Черная касса пополняется наркотиками, как героином, который продается из Афганистана, там уже на Ближнем Востоке, там, в этой стороне мира, так и кокаин, который производится в Латинской Америке в огромном количестве. Какой толк, если миллиарды или десятки, сотни миллионов долларов есть свободные здесь, в Европе, для террористической диверсионной деятельности? Какой толк? Это просто то, что сейчас происходит, идет не просто война России и Украины. И вот есть такая Россия, и я так иногда думаю, почему там Америка, почему Трамп так себя ведет, почему там еще там то все не делается. Люди обладают информацией, которой у нас с вами нет. И эти люди очень мудро и качественно, как мы видим, ювелирно, хирургически проводят эти операции. Играют в эту шахматную партию, великую шахматную партию, которая, возможно, приведет нас к большой Третьей мировой войне. Возможно, это продлится еще 20 лет. Хотя, скорее всего, это займет, вот эта операция проведет незаконного Мадуры, незаконного. Он, как и Путин, просто был назначен Чавесом, и все, и возглавил. Никаких честных выборов. Там пытки, как на России, там убийства, запугивание и все остальное в Венесуэле было. Сейчас люди просто радуются, что Мадуро пропал. И фактически малой кровью, так сказать. Очень ювелирная работа. Ну, давайте дальше. И если все пойдет так, как нужно, то у России не будет возможности проводить теракты здесь, в Европе, или убивать здесь людей при помощи кокаина, или в Америке убивать людей.
Давайте я почитаю ваши комментарии, друзья, сейчас. И мне нужно с вами коммуницировать. Давайте общаться. Так, я смотрю, троллятина. Шалом, Иркин, шалом, дорогой. Так, валейк салам, Шамиль, приветствую. Поздравляю тебя с днем рождения. Так, шалом, Асламбек, Машвоэль, валейк салам. Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Мы с тобой не раз говорили, все только начинается. Журнал закончится. Да-да-да. Журнал закончился, начинается фильм. Это наш... Шалом, дорогой Эд. Это наш брат Эд Мамедов, который мы очень много обсуждали. И Эд мне говорил, что да успокойся ты. Я постоянно пытаюсь разобраться в ситуации. Он говорил, да успокойся ты. Это только журнал. Фильм еще не начался. Помните, как раньше в советском фильме показывали, в советском кинотеатре показывали сперва журнал, ну такая передачка была, такая короткая, как реклама, а потом уже фильм. Так вот, сейчас фильм начинается. И это просто невероятное время мы живем. Очень интересное время. Очень интересное и очень опасное. Пропаганда России теперь сливают Мадуро, типа его предали свои же, почему не стреляли по вертолетам? Они так тоже, помните, армянам они то же самое говорили. Они били в грудь, какие мы за армян, как мы, да мы за Армению порвем любого. А потом Шевченко на голубом глазу заявил, ну, армяне сами виноваты, а что они хотели? Пусть сами делают. Но это так заведено, так заведено. Так, надеюсь, жители Венесуэлы смогут нормально жить. В $2 в день был заработок венесуэльца. Да, Самбек, будем надеяться. Савелий, шалом алейхим. Приветствую тебя, спасибо. Так, я думаю, Иран стучится, мы готовы к реформам. Телефон не перестает звонить США. А вы посмотрите, как все разыграли, как по нотам разыграли. Приходит Трамп, говорит, всех вот этих мигрантов, всех мы выдворяем. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Причем выдворяют латиноамериканцев, которые там имеют свои старые, мощнейшие мафиозные связи. Потому что кокаин поступает, они там всех банд и местных нанимают, и сами там убийцы страшные. Колумбийцы, кубинцы, венесуэльцы там, и все остальные. Мексиканцы. И речь идет о том, чтобы перекрыть границу, чтобы здесь поубивали людей, взорвали, теракты провели и не сбежали. Все, граница закрыта, граница на замке. Основных одиозных там бандитов, которые там есть, их всех собирают и в тюрьму отправляют. Или там просто депортируют. Тюрьму не на территории США, куда-то их там отправляют. Там какая-то тюрьма есть, очень страшная какая-то, показывают. Ужасная просто. И вот такой вот удар. Потом переименовывается Министерство обороны в Министерство войны. Это такой тонкий намек, такие на толстые обстоятельства, так сказать. И потом Мадуре говорят, слышь, Мадуро, фактически морально они давят. Плюс они говорят, что теперь Латинская Америка, а не только же Латинская Америка. Путин претендует на Северную Америку, на Канаду. Мексика, Бразилия тоже сейчас угомонятся. Вообще там будут тише воды, ниже травы. Потом Гренландия. И начиная от Аляски, Чукотки, Якутии и Северного полюса. Понимаете, какая ситуация? Какой Америка становится? Ее влияние будет распространяться полностью на две Америки, на Южную и Северную. И, можно сказать, от экватора и выше, получается, это все будет, ну и все моря и океаны, это тоже. Короче говоря, это суперсверхдержава становится Америка. И так она уже, ей равных нет. А сейчас она усиливается так сильно, что, скорее всего,
Ну, такого истории даже предположить невозможно было, чтобы одно государство, раньше, да, завоевывали, там, Чингисхан там куда-то шел, еще кто-то, но они ограничивались материками, а здесь миром не ограничиваются. Уже там Луна, куда там они еще, на Марс. А, Кстати говоря, Илон Маск сказал венесуэльцам, бесплатный интернет всем даст. И сейчас я полагаю, что люди, которые нищенствуют и будут иметь спутниковый бесплатный интернет, они просто, они за Америку порут любого просто. Представьте себе, какая ситуация, какое время мы живем. Представьте себе. Я очень не завидую врагам Америки. Вам будет тяжело. Когда-то ФСБ наводнило ЧРИ самым дешевым наркотиком в мире. Грамм героина за $1. Абсолютно СС. Абсолютно с тобой согласен. Чечню, в Ичкерию после войны, межвоенный период там, нам рассказывают там про ваххабизм, терроризм и так далее, и так далее. Но на самом-то деле Россия туда завезла в огромном количестве героин, в огромном количестве фальшивые доллары. И это все как будто, ну вот, так и должно быть. Такой хаб такой делала ФСБ. И таким образом они и чеченскую молодежь уничтожали при помощи вот этого героина, и при помощи наркотиков, фальшивых долларов, фактически врагами Америки автоматически чеченцы становились. Потому что доллар американский — это святая святых. Его вообще нельзя ни подделывать, ни притрагиваться, никак с ним. Это их самое мощное оружие американское. И представьте, как будто чеченцы их производят, их печатают там и так далее. Или хотя бы их сбывают. Это вот так все это представлялось. Невероятный моральный, имиджево-репутационный ущерб. Просто уничтожал. Чтобы ни один американец даже не вздумал помогать чеченцам, смотреть в сторону чеченцев. Представьте, как это делать. Потом еще там возьмем Иерусалим, там еще чего-то там и так далее, и все нормально. И вы в руках, в лапах людоедов ФСБ оказываетесь. Абсолютно никто на вас больше не обращает внимания, вы никому не нужны, вы уже себя, вернее, они нас, то есть вывели за рамки человеческой морали. Все, можно уничтожать. А потом взорвали свои дома. А представьте себе. И еще в этом нас обвинили. Представьте себе. Вот такие вот интересные дела складываются. Да, спасибо тебе, Сэ, за эту полезную информацию, которую ты дал, напомнил мне. Так, сейчас я смотрю, здесь много комментариев, я сейчас буду потихонечку читать. Всех приветствую, кто у нас в ТикТок. У нас сегодня в ТикТок очень много. У нас на России наш канал запрещен. И у нас много теперь появляется зрителей не из России. Слава Украине! Героям слава! Свобода Чечении! Амин, Тарас, амин. Амин. Так, давайте. Друзья, если можно, мне тут они спамят просто, и я не хочу пока отключать. Нас сейчас смотрят 680 человек почти. Так, валейкум салам, Раян. Ты кто по жизни, говорит Юра. Юрий Ростовский. Юра, я царь России. Обычный царь. Обычной России. Запомни меня таким. Так. Мне кажется, захват Мадуро — это очередная договоренность США и России. Ну вот как раз об этом мы говорили, мы это обсуждали. Понимаете? Как раз об этом мы обсуждали. Ну, договоренность, ну как так может быть? Вот смотрите, давайте придадимся просто логике.
Да, ну, допустим, так сложилось. Супер предатели кроты оказались внутри. Там Мадуру сдали. Но какие-то действия должны сейчас Россия, Путин предпринимать. Если их человек, они там миллиарды вложили, они там возмущаться должны там и так далее, и так далее. Затем ни одного убитого, ну там ювелирно все, как положено, все, вывезли. И тишина. И Венесуэла ничего. Да, там, верните нашу парочку там туда-сюда, и все. Все, все, понимаете? А почему Трамп такой уверенный? Почему он говорит, вот, Венесуэла наша, мы будем нефтью торговать, что хотим делать? А потому что реально американские компании вкладывали, и потом их кинули, как когда-то Саддам Хусейн их кинул. Ну, все возвращается на круги своя. Кинули, верните. Вот пришли парни и возвращают. Причем это все делается именно тогда, когда это просто остро необходимо, чтобы не финансировался террор здесь, в Европе, чтобы всего этого не было. Мадуро, вся вот эта банда арестовывается. Ну и, конечно же, удар по Патрушеву. Самый первый получатель а, бенефициар, скажем так, в плохом смысле слова, от ареста Мадуры является Николай Патрушев. Невероятно просто. На наших глазах фабрикуется дело, и мы увидим, если его не замочат Патрушева, мы увидим его на скамье подсудимых. Вот как все будет разворачиваться. Ну, я вас всех поздравляю, друзья. Всех. И Патрушева. Хоть поживешь нормально в свободной стране, Патрушева. Да нет, конечно, Трамп по мне даже не сообщил Москве и Пекину. Они просто тупо боятся что-то говорить в сторону США, тем более Россия. Нет, Эркин, ну вот пишут, средства массовой информации пишут, что был прямой контакт буквально за несколько минут до операции, до начала операции. Был установлен контакт, так как бы принято, говорят, устанавливать в таких случаях контакты, чтобы две ядерные державы, Китай и Россия, которые имеют очень мощные там вложения, не вмешивались. И это говорит о том, что а, Россия не против. Так, давайте дальше. Кстати, я вас поздравил с Новым годом. Я вас вчера поздравил, но еще раз поздравлю. Поздравляю вас, друзья. Привет, у тебя флаг Ичкерии за спиной? Да, совершенно верно. Флаг Ичкерии, самый настоящий. Китай шеф Урашки, ему Пашка подчиняется. А кто Пашка? Мадуро сам пошел к американцам. Говорит, да ладно, ты, у тебя информация какая-то постоянная, какая-то антиамериканская какая-то, да? Но так он сам пошел. Вполне возможно, что и сам пошел. Но я тебя забаню, ты мне просто не нравишься. Хорошо? Нет, нечего нам тут делать. Троллятины хватает.
мне кажется, от этой договоренности больше потерял или потеряет Китай. Ну, и может быть, Китай тоже может потерять. Но первый бенефициар по потерям, скажем так, первый, который получает удары, это Патрушев. Даже не Путин, даже не Россия в целом. Потому что пока мы не знаем, Роснефть оттуда выкидывается, как там дела обстоят. Мы этого пока не знаем. Но мы знаем, что Патрушев, теперь ему никто не будет доверять Патрушеву, понимаете? Не смог он отстоять своего человека. На него покусились. И причем этот человек даст показания сейчас в американском суде. Это катастрофа просто. Катастрофа для Патрушева. С чем я вас всех и поздравляю. Понимаете? Крым це Украина. Согласен. Так, смотрите, Ясер Арафат мне пишет. Ясер Арафат мне пишет. Самуэль Йетта. Понимаете? У него ник, когда так открыто видно, у него Самуэль Йетта, а когда вот собачка, и вот как вы видите, у него Ясер Арафат написано. И вот он мне что пишет. Уважаемый, ваш баланс активно пополняется. Не за горами принятие решения о применении по вам мер оперативно-боевого реагирования. Обычно это заканчивается трагическими роликами по немецкому ТВ. Если этот тролль, который 100% под видом, с одной стороны, Ясера Арафата, а с другой стороны, под видом еврея, то одним одно пишет, потом другим другое пишет, угрожает мне, то он немножко опоздал. Я уже и объявленный террорист, и экстремист, и иноагент, и за меня деньги уже выплачены, и уже всех моих родственников там они уже терроризировали и терроризируют. Сейчас пока никакого контакта нет, не знаю всех деталей, но немножко ты подзапоздал со своим оперативно-боевым реагированием. А я тебе скажу, идешь ты за русским кораблем на 3 веселые буквы вместе со своей русней и оперативно-боевым реагированием. Понимаешь? Так, давайте дальше. Так, что у нас здесь по Интерполу ты уже проходишь, говорит. Но я не смотрел пока в Интерпол. Ну, конечно, я думаю, там русня готовится закинуть или закинула меня в Интерпол. Да мне по барабану, куда вы меня закинете. Понимаешь? Ваша русня сдохнет. А умру я или сяду я, абсолютно не имеет никакого значения. Понимаешь? Так, Савелий, приветствую тебя, спасибо. Ну что, давайте по теме, друзья, давайте. Кому ты нужен, говорит Интерпол. Руслан Ильясов, Русне нужен, вашей фашистской, нечеловеческой КГБ я нужен. Понимаешь? В Интерпол, не знаю, примут или нет.
потому что должны быть основания, что я являюсь террористом. Ваш вот этот басманный суд или ваше российское правосудие, оно, конечно, может любого туда записать, как оно сделало в отношении меня. Иноагента меня зачем-то сделали. Иноагент подразумевает, что какие деньги я получаю, там что-то делаю там, и так далее. Ничего я ни от кого не получаю. Ни на кого не работаю. Я работаю на его величество, господин чеченский народ и справедливость. А меня почему-то иноагенты записывают. Может, они хотели сказать ичкерийские агенты? Ну, тогда да, тогда я согласен. Что скажешь по поводу Ирана? Пора уже этого деда радикала гнать из власти самим иранцам. Кстати, Иркин, этот процесс, я полагаю, уже идет. Он идет очень сильно, накрученно этот процесс идет. Уже люди вооружаются, видимо, им идут поставки вооружения. Есть погибшие уже в столкновении с полицией. Не знаю, смогут ли вот этот репрессивный аппарат, который очень долго уже этот иранский народ держит в этом подавленном состоянии, сможет ли он подавить? Вполне возможно, что сможет подавить. Но у Ирана тоже очень нехорошая позиция. У аятоллы Хаменеи, да, иранский, бедный иранский народ, который заслуживает того, чтобы жить свободно, он находится в тяжелом положении. Ну а вот у Хаменеи еще хуже положение. У него нет, ни у этого режима нет, я надеюсь, нет шанса. Посмотрим. Если бы я уехал из РФ, говорит Руслан Ильясов, то не тратил бы свое время на лай со стороны. Каждый свой день тратишь на бла-бла, говорит. Руслан, я рад, что ты заметил, что я каждый день трачу свой день. И ты даже не представляешь, 24/7 я только вот этим вопросом занимаюсь. Даже когда работаю, у меня всегда в ухе наушник, что-то слушаю, что-то пишу, как удается возможность. Информационная борьба – это 80-90% успеха. Понимаешь? Да, без тех 10-20% силовой составляющей добиться результата нельзя одной информационной борьбой. Наверное. Но 80-90% это информационная борьба. И у нас, к сожалению, у чеченцев, благодаря вот вашей фашистской русне, вашему КГБ и ГРУ, у нас выжженное поле в информационном пространстве. Вы убивали всех, тот, кто слово говорил. Вы их представляли террористами, исламистами. Ну, в принципе, у нас оставались уже, когда постгеноцидный народ, мы только Богу могли обращаться, потому что ни одни двери для нас не открывались. И мы обращались к Богу. И вот был один, по-моему, в Болгарии у нас один парень, он религиозный вот на этой теме был, объяснял. Он даже такие вещи, как я, не говорил. Аккуратно говорил. Но говорил, что Россия, что Кадыров, что это вот, оккупировали. Ну, такие вот вещи аккуратно говорил он. Его Болгария депортировала, его пытали током, заставили извиняться там, и так далее, и так далее. Очень жестко его пытали. Поэтому я понимаю, что вам очень не нравится моя информационная работа. И я понимаю, что вот это наше информационное поле, выжив, просто уничтожив всех, кто думает и говорит, вы симулякров понаставили нам. Этих симулякров я уже куча просто
тоннами разоблачил, прошелся по ним, иду дальше своей дорогой. Да? И нам не хватает информационной борьбы, не хватает, очень не хватает, очень. И вот мы, а я, Дедигов, еще есть некоторые люди, которые ведут эту борьбу информационную, мы ее ведем и будем вести. И очень рад, что она вам доставляет неприятности. Понимаете? Вы, банда ФСБ, свора, палачей, сделали меня врагом. Я не хотел быть вашим врагом. И я знаю, кто вы такие. Я знаю, что у вас за организация КГБ или там ваша ГРУ, на что вы способны. Очень хорошо знаю. Но у меня другого выбора не было. Понимаешь? Вы самая подлая, самая гнилая страна на земле с вашим ФСБ. Самым гнилым и самым подлым и вероломным. Понимаешь? Людоеды самые настоящие. Свора палачей. По-другому вас не назовешь, блядь. Так. Свободу Николаса Мадуро. И мне кажется, надо обменять. Вот здесь, знаете, есть такие хорошие русские здесь, в Европе. Я их называю хрусские. Хрусские, то есть хорошие русские. Хрусы. Хрусы. Нужно этих хрусов отправить на Россию и потом снова обменять их уже на Мадуру. Как вам такой план? Вот ваши Яшин, Карамурза, кого там еще, какой-то Пивоваров, такие матерые пропагандисты, которые на Западе, так более-менее в Америке, к ним более-менее нормально относятся. Вот этих людей, которых не обменивали здесь. Понимаете, был обмен 7/8, 8/8, по-моему, да, когда обменивали Красикова с Германии, обменивали на американцев и немцев, которые русские незаконно задержали, граждан просто, которые прилетели по своей глупости гостить в эту фашистскую дыру. И вот в этот момент, когда их обменивали, ваших хрусов, хороших русских, Яшина, Карамурзу, это ваши гибнявые. Я абсолютно вот просто верю в то, что это люди, которые абсолютно бесполезны для российского общества, и они работали и работают на русню. Да, может быть, здесь на Западе тоже они приносят какую-то им пользу, но по факту они работают на русню. Такие двойные, тройные, там, двойники, тройники и так далее. Так их подарили просто, понимаете? 8/8 обменивали Запад с Россией на своих шпионов, террористов, убийц, на американских, немецких граждан. А этих вообще никуда, ни к селу, ни к городу, куда-то взяли их туда, впихнули, и теперь они обмененные, понимаете? Обмененные. Они не обмененные, они подаренные для мощности. И поэтому предлагаю их вернуть обратно и повторить трюк. Но теперь уже на Мадуру. Отдайте Мадуру, я сказал. Так. Так. Трамп не поверил в покушение на Путина, атаки дронов. Да, тоже очень странно было. Может быть, не было никакого атаки на Путина. Тоже интересно, да, получается? А может, ФСБ Путина там пыталась атаковать. То есть летели не с Украины откуда-то сдалека, а там где с Подмосковья или откуда они там, с Новгородской области, прилетели и долбанули
Вполне возможно и так. Понимаете? Потому что если сейчас Путин сдает Патрушева, и моя гипотеза верна, то я уверен, Патрушев так это просто не оставит. Патрушев такой матерый, кровавый, это людоед просто, который Путин там детишками просто завтракает, а этот просто все сжирает, да, людоедище просто. Просто повезло вам, россияне. Повезло с лидерами, повезло и с президентом, и с ФСБшниками повезло. Молодцы, россияне. Вообще, они вас едят, а вы просто тащитесь от этого. Повезло, да. Еще немного осталось, ну а потом держись, интернет ничего не забывает. Да как он забудет, если я все это архивирую и везде еще потом распространяю? Ты о чем говоришь? Ты думаешь, я здесь сижу для того, чтобы кто-то что-то забыл? Наоборот, я много ошибок совершал. Именно того же Закаева поддерживал, думал, этот человек независимый, свободен. Это оказался российской марионеткой. Абсолютный просто античеченский деятель. Да? И там делал на основании этого выводы какие-то. Это у меня есть в интернете. Я кое-что там закрыл, что не нужно, чтобы меня не ассоциировали с этими пророссийскими деятелями, которые вербовали, пытались вербовать меня на российскую спецслужбу. Вот, но все правда, все говорю, и это будет архив, исторический архив. И даже если по какой-то причине мой канал будет уничтожен, все архивы есть, а также есть они и открою вам секрет, есть на других каналах. Понимаете, не все перенесено, но переносится. Просто руки не доходят все это делать. Так что все нормально, не волнуйтесь за меня, не волнуйтесь. Ничего не потеряется, все узнают, и через 100 лет будет сидеть такой Аслан в USA, ичкерийской кепке, и рассказывать вам, кто такие ваши людоеды. А то, что немного осталось, я с этим Алик Хагер. Я Алик Хагер, я с тобой согласен, знаешь, чем? Что немного осталось. Вот с этим я с тобой согласен. Абсолютно 100% немного осталось. Понимаешь? 2-3 года максимум я вашей фашистской русне даю. Чтобы она этого Путина, Патрушева, может Путин уйдет, Патрушева посадят, там Путин сбежит в Китай или еще что-то, посмотрим. Может перемочат друг друга, вообще-то. Самый вообще идеальный вариант. Я вообще желаю обеим сторонам успеха. И Патрушеву желаю, и Путину. Давайте делать. Тебя 3 коллеги смотрят. Только что сейчас 1000 человек было. Сейчас смотрят меньше. О чем ты говоришь, 3 коллеги? Это ты про себя говоришь? С тобой еще 2 коллеги смотрят мой этот стрим. Передавай коллегам привет. Спасибо, Виктор, спасибо. Так, друзья. Николас Мадуро. Свежие новости. Николас Мадуро заявил в Нью-Йоркском суде, что не признает себя виновным и является военнопленным. Он также настаивает, что остается законным президентом Венесуэлы. Во время
заседания политик говорил на испанском и пользовался услугами переводчика. Жена Мадуро, Силия Флорес, также не признала свою вину по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Суд разрешил, чтобы супругов посетили консульские работники Венесуэлы. Об освобождении Николаса Мадуро под залог речи пока не идет, заявил его адвокат. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта. То есть, сколько у нас здесь? Январь, февраль, март. Получается, 2,5 месяца ему продлили. Да? Содержание под стражей. Нормальная тема. Нормально. Хоть Америку увидел. Понимаете? Жил бы у себя там в Венесуэле, бедолага. А тут взял и Америку увидел. Так, еще одна важная деталь, которую нужно тоже сообщить. У нас тут в Берлине российские террористы, я уверен, это российские террористы, потому что быть по-другому не может. Ни один человек, думающий и относящий себя к немецкому мировоззрению, такое не совершил бы. Здесь какие-то там радикалы, левые, говорят, это сделали. Но дело в том, что устроили поджог ТЭЦ, теплоэлектростанции. И ответственность за себя взяла экстремистская организация «Вулкан». У нас здесь в Гамбурге, в Германии, есть игровые казино, игровые эти аппараты. «Вулкан» называется. Они на России раньше были, сейчас они здесь находятся. Может, с ними связано. Тоже, кстати говоря, весь игорный бизнес русский тоже нужно прикрыть. Игорный бизнес и отельный бизнес. Берлин полностью под этими. Туда они вложили, туда много денег. Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер отметил, что произошедшее можно классифицировать как терроризм. С ним согласна Ирис Шпрангер, сенатор по внутренним делам немецкой столицы. По ее словам, преступники сознательно и намеренно допустили возможность причинения вреда людям. Здесь нельзя говорить лишь о левом экстремизме. Речь идет о левом терроризме. Сейчас важно, чтобы генеральный федеральный прокурор рассмотрел вопрос о передаче дела, подчеркнул Шпрангер. В отличие от простого экстремизма, терроризм подразумевает насилие против людей и объектов для достижения антиконституционных целей и запугивания населения, пояснил сенатор. 30 тысяч квартир на юге-западе Берлина третий день остаются без света, тепла при минусовых температурах. Самое холодное время – это чисто русский почерк. Они делали против чеченского народа, так они делали против Украины, делают до сих пор. Это их почерк. Еще одна новость. Зеленский объявил об отставке главы СБУ Василия Малюка. Представьте себе. Василий куда-то переходит на другую должность. И кто-то у нас будет новым главой СБУ. Там уже, по-моему, назначили нового главу СБУ. А также Дмитрий Медведев пытается запугать нашего канцлера Фридриха Мерца. Он просто не знает, с кем вы связываетесь. Да? Вам кажется, что немцы там аккуратненькие такие, там, боятся вас там, из-за того, что они просто соблюдают закон и уважительны по своей природе такие люди. Но такое говорить, например, Дмитрий Медведев заявляет о том, что намекнул на похищение Мерца по аналогии с Мадуро. Мы самым решительным образом, ответили в Берлине, осуждаем подобные угрозы, заявил официальный представитель правительства Германии Себастьян Хилле. По его словам, Берлин не считает необходимым усиливать охрану Фридриха Мерца, добавив, что сотрудники, отвечающие за безопасность канцлера ФРГ, одни из лучших в мире. То есть агент, марионетка КГБ, ФСБ Дмитрий Медведев передала угрозы родного учреждения Фридриху Мерцу, фактически призвав к похищению канцлера. Теоретически Димона можно было бы самого арестовать и экстрадировать как Мадуро. Правильно? Ну, куда его? Давайте в Германию. Лучше в Америку, да. Пусть там будет.
Но этот неуловимый Джо на самом деле нафиг нам никому не нужен. Вот в чем беда просто. Поэтому, уважаемые немцы, напоминаю вам, КГБшники понимают только язык силы и мата. К сожалению, матом я говорить не могу, потому что меня смотрят женщины, там, взрослые там, и так далее. Но именно так они только понимают. И если я буду говорить, а я знаю очень лучше, чем они даже на их мате разговаривают. Но если я буду говорить на их языке, то меня чеченцы не поймут. Это единственное, что меня сдерживает. А так я просто чеченцам нужно объяснить. Чеченцам трудно это понять, что только матом они понимают. А только матом, только силой. Вот как с ними нужно разговаривать. Понимаете? Давайте посмотрим, что происходит в Венесуэле после ареста Мадуро. Временным президентом страны стала Дельси Родригес, занимавшая пост вице-президента до захвата американцами Николаса Мадуро. Родригес уже заявила, что готова к сбалансированным и уважительным отношениям США. Представьте, у нее президент уехал в Америку. И они говорят, мы готовы сбалансированно и уважительно общаться. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил, что Родригес заплатит высокую цену, если не станет сотрудничать с Вашингтоном. И все, и речь поменялась. Как чудеса. Как там это было? Нет ничего лучше старого доброго Кольта, да, по-моему, так это было. Трамп заявил, что выборы в Венесуэле не являются приоритетом для США. Мы будем управлять страной, будем ее восстанавливать. Выборы пройдут в нужное время. Сейчас это мертвая страна, цитирует американского лидера агентства ДПА. Он также отметил, что американские компании уложат значительные средства в восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Николас Мадуро предстанет перед американским судом 5 января. Ну, уже предстал, я вам эту информацию уже сказал. Его обвиняют в наркотерроризме, распространении кокаина и владении пулеметами и взрывными устройствами с целью навредить США. Очень серьезно, да? Я думаю, он сдаст не только Патрушева, он сдаст, я не знаю, воспитательницу детского садика своего еще с тех пор. Он все сдаст, потому что ему пожизненно там 500 лет американцы ему впаяют. В ходе операции США по захвату венесуэльского лидера было убито много кубинцев, работавших в венесуэльских службах безопасности, заявил Трамп. Власти Кубы сообщили о гибели 32 человек и объявили о двухдневном трауре. Сенатор Линдси Грэм заявил, что 23 декабря США предложили Мадуро покинуть пост добровольно и уехать в Турцию. Представьте себе, сколько? За пару недель, за дней 10 предложили ему. Покинуть пост, добровольно уехать в Турцию. Он решил бросить вызов Трампу и американским военным. И теперь его задница в тюрьме, заявил сейчас сенатор Грэм. Круто, круто. Одна еще новость. В этой серьезнейшей новости нужно вам немножко юмора и немножко несерьезной новости. Хотя она для этой четы, для этой семьи, она очень серьезная. Кибербуллинг в отношении жены Макрона суд в Париже признал виновными 10 человек. То есть жена первой леди Франции судилась с теми, кто называл ее мужчиной. Подсудимых обвинили в распространении ложной информации о гендерной и ориентации Бриджит Макрон, супруги президента Франции. Виновными признаны 8 мужчин и 2 женщины. Один из обвиняемых должен быть немедленно заключен в тюрьму за неявку в суд. Остальные лица получили условные сроки. У некоторых из них по решению суда заблокированы аккаунты в соцсетях. Теория о том, что Бриджит Макрон трансгендерная женщина, распространяется с момента прихода Эммануэля Макрона к власти в 2017 году, отмечает СМИ. Чета Макронов также подала иск о клевете в США против праворадикальной блогерки Кэнди Уэйнс. Представьте себе, довели людей, называя... И это просто пропаганда. Это просто Россия вбрасывала, дошло до президента.
Франции, до его жены, до его семьи. И только лишь за то, вот просто вбросы идет. И есть болваны, которые верят в это и подхватывают это, понимаете? Невероятно просто. Приходится в суде доказывать, что ты свой пол нужно определять. Представьте себе. Невероятно просто. Невероятно. Еще одна хорошая новость. Судьей, который будет вести процесс над диктатором Венесуэлы, как сообщают Facebook, за достоверность особо не ручаюсь, назначен судьей, который будет вести процесс над диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, назначен 93-летний религиозный еврей Элвин Хеллерстайн. Но только вчера вице-президент режима Венесуэлы, ставшая теперь ИО президента Дельси Родригес, обвиняла во всем евреев и Израиль в сионистском заговоре. Правительство мира просто шокированы тем, что Боливарианская республика Венесуэла стала жертвой и мишенью атаки такого рода, которая, несомненно, имеет сионистский оттенок, заговорческий оттенок сионизма, сказала Дельси Родригес. Представьте, везде у них евреи мерещатся. Везде. Сейчас Россия усиленно распространяет информацию, что из Украины делают Израиль. Представьте себе. В 1944 году, когда у евреев не было своего государства еще, рассказывали о том, что чеченцев, ингушей и другие народы Кавказа выселяются, чтобы там создать великий Израиль. Правда, почему-то Сталин сделал еврейскую автономную область где-то в холодных местах, далеко-далеко, а не на прекрасной земле Кавказа. Потому что Кавказ нужен был русским, а не евреям. Но нам рассказывали эту историю. Так вот, получилось в 1944 году, когда нас депортировали, а у нас там очень много людей разных национальностей проживало, как внутри нашей республики, так и по соседству. И мусульмане, и буддисты, и иудеи, и христиане, всех полно. Только единственный еврей, раввин еврейский, сказал не брать ничего. То есть не на 13 лет весь чеченский народ, пока все мужчины и воины воевали во Второй мировой войне, женщин, детей и стариков русские депортировали. Как будто это сделал Сталин-грузин, воспользовавшись тем, что грузин находится у власти. Вот сейчас все пусть потом на грузин валят. Это же не русский сделал, это же грузин сделал все, понимаете? Причем сам Сталин, сам бегал, вагоны закрывал там, перевязывал проволокой вагоны, чтобы не открывали. Сам бегал, сам видел я. Так вот, мы в вечную ссылку отправлялись. Это просто вам пример сейчас. Эта информация забрасывается против евреев. Там, они что в Украине делают? Они хотят построить там новую Хазарию или что они там хотят построить, еще чего-то и так далее. Так вот, вечную ссылку. Никогда мы, чеченцы, вообще наша нация, это же не была ссылкой, это не была депортация. Это был акт геноцида под видом депортации. Как был Голодомор, не было убийства, продовольственного голода, не было же. Было умышленное убийство украинского населения. Это называлось продовольственным голодом, кризисом. И поэтому люди умирают. То есть людей убивали голодом под видом, что это кризис. Хотя в других регионах Советского Союза люди не умирали с голода. И те же украинцы, которые бежали от этого голода, приходили к нам на Кавказ, и мы их принимали. У нас, и не только на Кавказ, но мы знаем, что к нам в Ичкерию до сих пор у нас живут украинцы. Ну так вот, если евреи тогда не взяли, представьте себе, тогда очень сильно распространялось, что это освобождалось для евреев, эта земля и так далее. Причем, если бы Сталин не сдох в 1953 году, то и евреи должны были точно так же подвергнуться геноциду. Уже против них готовилась вся эта система, как сейчас готовится на России. И те евреи, которые сейчас помогают российскому, путинскому, ФСБшному режиму, знаете, вы такие же кадыровцы, вы тоже пострадаете. Вы думаете, только там каких других евреев или израильтяне пострадают, вы тоже пострадаете. Мы это уже проходили, и вы это проходили, евреи. Вы сами это проходили. Понимаете? Так вот, когда мы вернулись уже с Казахстана, представьте себе,
прошло 13 лет, уже все, там Сталин сдох, или грохнули его, не сдох, его убили. И, короче, мы вернулись. Когда мы вернулись, на перроне нас встречали евреи с нашими гармошками, барабанами, там, лезгинкой и всем остальным. Только евреи. Русские требовали, митинги проводили, чтобы обратно чеченцев отправить. Ингушей, чеченцев туда-обратно. Вернуть, откуда они пришли. И никакой, ни одна улица, ни один дом не сохранили чеченские названия. И все были еврейские. Ой, или не еврейские. А были все русские названия. От рек, мостов, домов, улиц, всего-всего остального. Ни одного еврейского названия не было. Все было русским. На русском языке было написано. Так они, наверное, Новый Израиль строили. Да? И сейчас нам рассказывают, что сейчас в Украине евреи создают, да, там у них, у евреев есть свои святые места. Это гордость для Украины. Любой здравомыслящий человек поймет, что вот на его земле находится святыня других религий, другой конфессии. Так это же приятно. Это же кайфово, когда ты располагаешь такой возможностью. Вон Саудовская Аравия, из-за того, что там Мекка, даже если убрать нефть, они миллиарды просто зарабатывают на этом и гордятся, что они там самые главные там, в этом направлении. А сейчас нам рассказывают, что евреи хотят. Неправда, не верьте, абсолютно не так. И сохранили дома евреев. Да, и евреи отдавали некоторые, как я слышал потом уже, что некоторые жили в чеченских домах или имели какое-то имущество. Как только чеченцы приезжали, все отдавали, возвращали. А мой, например, один дедушка, двоюродный дедушка, который по матери, в его доме жил русский, когда он приехал домой. У него была купчая. Он свой дом у этого русского покупал. Когда он приехал, из его коровника был сделан свинарник. В доме его жил русский со своей семьей. Им деваться тоже некуда, по идее, да? Но они это бесплатно получили. И они не покупали эти дома. Понимаете? И вот мой двоюродный дедушка вычистил, молодым вернулся, еще без семьи, сам вернулся, чтобы сперва наладить все, а потом уже всех остальных звать. Вычистил свинарник и жил в этом своем коровнике. Бывшем коровнике, ставшем свинарь, все это вычистил. И там проживал, пока не накопил денег и не выкупил у этого русского свой дом. Представьте себе. А отец моего отца, прямой мой дедушка, он в его доме жил аварец, дагестанец. И он не отдавал ничего. И у нас большие конфликты были. И дедушка тоже собрал, дедушка был немножко при деньгах, он собрал там денег там, и так далее. И вот когда он продавал, он сказал, вот собаку тоже я там, по-моему, 5 рублей, что ли, тогда это были большие деньги, как мне рассказывали. Еще собаку докинул свою, которая нафиг никому не нужна была. Старая, дряхлая, может быть, и так далее. И не выходили из домов, пока не пришлось, не произошли стычки, конфликты, вплоть до убийства. И вот тогда, по-моему, 2 убили, и вот с Катыриуш-то тогда массово все начали уже, тогда отдавать начали. Но тех, кто их убил, их расстреляли, там 10 или 15 человек там репрессировали, 4, по-моему, расстреляли, там большая такая была заварушка. Но до этого времени не освобождались. Поэтому, если говорить про правду, не про пропаганду, что там евреи Мадуру, там Латинскую Америку, Украину там захватывают, а еще важный момент, у евреев теперь есть свое государство, которое они ни за какие блага на земле не обменяют. Она им Богом дана. И в нашем Коране это прямо сказано. Праведным сынам Израиля, Бану Израиль, не отступать и не сдаваться. Вот, приблизительный перевод. Либо вы потеряете поддержку Божью, будете в ущербе, если вы сдадите свою землю. Поэтому у них есть своя земля. Это все чушь собачья. Ну так, немножко вам экскурс в историю. Так, давайте посмотрим, что у нас по комментариям, друзья.
Ты сам кем являешься? Ты так защищаешь евреев, мне говорит Алихан. Алихан. Я защищаю правду, Алихан. Но если ты меня за то, что я сейчас в поддержку, например, Израиля что-то сказал, если ты меня на что ты намекаешь, что я еврей и так далее, то кто ты тогда, которого вообще не существует? Кроме зайти сюда и когда я про евреев что сказал, что-то сказать. А ты знаешь, если я защищаю евреев, и я еврей, а если ты никого не защищаешь, и просто воздух, то ты воздух? Так получается, такой логикой. Такой логики ты придерживаешься. Владимир полностью с вами согласен, абсолютно. Мой отец выживал в Казахстане с чеченцами. А кто твой отец? Немец? Привет с Полтавы, спасибо за человечность. Удачи вам. Спасибо, Алексей. Слава Украине. Как вы относитесь к исламу? Я мусульманин. Как я могу? И все мои родственники мусульмане. Как я могу относиться к своей религии? Вот так и отношусь. И с большим уважением и верой в то, что я исповедую. Но моя религия, мой Коран, в отличие от вас, я читал его. Там указано, что эта земля принадлежит Бану Исраил. И что они должны эту землю защищать. И если они ее не будут защищать, сейчас я тебе приведу этот аят, я его где-то публиковал здесь, буквально недавно. Если они не будут их защищать, им прямо говорится, они понесут убыток. Понимаешь? Им Бог говорит, в нашем Коране говорит. Я не понимаю, что вы делаете. Почему вы говорите такую чушь собачью, чисто поддержать КГБшников. Потому что сейчас нужно отвлечь внимание от Украины. Вот так получается, да? Сейчас я найду этот, сейчас свой текст. Нет, я Так. Одну минуточку. Ай. Проще было в другом месте искать. Давайте. У меня, наверное, в другом месте есть эта информация. Сейчас я вам приведу, просто чтобы вы понимали, да, что вы, если вы за мусульман, за ислам говорите, вы свой ислам не знаете, вы свою религию не знаете, раз вы такие вещи говорите. Вы принимаете участие в борьбе против евреев на стороне России только потому, что Россия сказала вам, что так положено. А никакой доказательной базы этому не существует, понимаете? Никакой. Я вам прямой текст из Корана сейчас. Да, мы мусульманин, если ты веришь в эту книгу. Правильно? Веришь в эту книгу? Веришь в Мухаммада, мир ему, всем другим пророкам.
то все верно. Не веришь, значит, ты уже не являешься мусульманином, если ты не веришь. Если ты не веришь в Библию, то ты не являешься христианином, не веришь, соответственно, в Тору, то не являешься иудеем. Смотрите, в Коране содержится немало аятов, в которых подчеркивается историческая и духовная связь сынов Израиля, Бану Израиль, с этой землей. Вот основные аспекты того, что говорится в Коране на эту тему. Первое. Земля, предписанная последователям пророка Мусы, мир ему, наиболее часто цитируемый аят по этому вопросу. Слова пророка Мусы Моисея. Кстати говоря, Моисей был является самым часто упоминаемым в Коране, Муса. И по рассказам, по хадисам от Мухаммеда, мир им всем, он был самым любимым и часто упоминаемым самим Мухаммедом. Моисей упоминался. Понимаете? Муса, то есть. И вот смотрите, наиболее часто цитируемый аят по этому поводу, вы все можете легко проверить в интернете. Слова пророка Мусы, Моисея, обращенные к его народу. «О мой народ, войдите в священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Представьте себе, своим последователям Муса, Моисей, говорит, что не обращайтесь, то есть не сдавайтесь. Они вначале побоялись туда зайти, как это трактует исламское религиозное учение, что 40 лет Муса их водил по пустыне, он пошел молиться, и когда он вернулся, некоторые сделали тельца. Некоторые говорят, там какой-то громадный телец был, там супер огромный. Неправда. Сняли золотые украшения, сделали маленького тельца, и некоторые поклонялись. Когда Моисей вернулся, они еще не были единобожниками, Моисей только их к этому приводил. И когда они вернулись, они ему поклонялись, потому что они устали ходить по пустыне, им все это надоело, и так далее, и так далее. И они начали молиться этому Богу, вот этому золотого тельца, который сделан. Моисей пришел, представьте себе, увидел эту картину, очень сильно разозлился, разбил этот золотого тельца, уничтожил его, разбил, и некоторых заставил, кто раскаялся, заставил наказание сделать глоток из моря, соленой воды. Он их заставил пить эту воду, чтобы они, наказание им такое он сделал. Некоторые отказались слушаться Моисея, и они ушли, все. И именно их Бог в Коране, тех, кто ушли, называет проклятыми. Понимаете? А люди, которые пошли в Израиль, вот Бану Израиль, которые пошли, они вначале побоялись туда зайти, потому что там была угроза для них, но еще они походили, набрались мужества, сил, новых, молодых, которые уже не боятся людей, и они тогда пришли в этот Израиль. Это говорю не я, это говорит ислам, это говорит Коран, это говорят хадисы. Понимаете? Я просто вам повторяю то, что есть. И если вы этого не знаете, и Богом, наш Бог, который мы единый Бог, который есть на земле, Он говорит, это их земля. И Он здесь говорит, им, Муса говорит, которого мы все почитаем и уважаем. Он говорит, войдите в священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убытки. Второе. Наследование после угнетения. Коран описывает, как после периода рабства в Египте Аллах, Бог, даровал сынам Израиля возможность владеть землей. Мы даровали в наследие тем, которые были унижены, восточные и западные земли, которые мы благословили. Кстати говоря, первое, то, что я сейчас, чтобы вы могли, чтобы была цитата обязательно. «О мой народ, сказал Моисей, войдите в священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Сура Аль-Маида, трапеза, 5, 21.
чтобы потом не говорили, что я что-то выдумываю. Второе. Наследование после угнетения. Коран описывает, как после периода рабства в Египте Аллах даровал сынам Израиля возможность владеть этой землей. Мы даровали в наследие тем, которые были унижены, восточные и западные земли, которые мы благословили. 7:137. Так мы вывели их, фараона и их сторонников, из садов и источников, и даровали это в наследие сынам Израиля. 26:57-59. В Коране говорится, что земля принадлежит Богу. Он дает ее в наследие тем из своих рабов, кому пожелает. 7:128. Упоминается также общий принцип. Землю наследуют мои праведные рабы. 21:105. Согласно исламскому богословию, сыны Израиля нарушили завет, они подверглись изгнанию, что описывается, например, в начале 17 суры Аль-Исра. Когда ты становишься праведным, Бог наказывает свои народы, любые народы. И речь не идет только о евреях. Да, сейчас конкретно про землю, про конкретный народ, про Израиль идется, про евреев, иудеев идет речь, про конкретных. Но в целом речь идет о всех нас. На евреях это пример для всех нас. Поклоняйтесь золотому тельцу, все, у вас проблемы. Ну и все остальное. Идете вы, поклоняетесь там язычески, да, те, кто поклонились и не отказались перед Моисеем. Он их изгнал. Они ушли, они разошлись. Все, эти люди потеряны в истории. Остались только те, кто пошли за Моисеем. Вот кто сохранился, кто остался в истории. Хотя они все уходили из Египта когда-то вместе. Эти вещи нам нужно знать. А мы, как видим, мы, чеченцы, советские, мы вообще не знали своей религии. Не было никаких возможностей изучать свою религию. Но когда занавес спал, вот этот железный занавес, евреи были врагами, и Америка в первую очередь, это Америка и СССР, а евреи это тоже между молотом и наковальнем оказавшийся народ, по факту. И арабы, они враждовали. И нам арабы, которые дружили с сатанистским, античеловечным советским режимом, где пророк, у них своя религия, коммунизм, там туда-сюда, и Ленин у них пророк. Вот как у нас Мухаммад, у них Ленин. Вот он у них на мавзолее лежит, как фараон там, они его положили на Красной площади. И вот эта вся ситуация, которая разворачивается, она нам демонстрирует, что мы не знали абсолютно представления о своей религии. Мы слушали арабов, которые нам рассказывали про ислам, да, этих с этими там, как там, с бородами, как положено, которые там, иншаллах, машаллах, там, евреи, там, это туда-сюда. И верили. И также российская пропаганда, советская, потом уже российская пропаганда нам навязывает. Так если вы верите в свою религию, в свой Коран, вы изучите. Изучите вопрос, подойдите, оставьте вот эту пропаганду, что вам какой-то... Сами вы читать умеете, кто умеет читать, конечно, но и немножко имеет возможность все сопоставить. Задавайте критические вопросы, спрашивайте. Не дайте себя просто так обманывать. Зачем вы так себя ведете? Это же просто невероятно. Как можно дать себя так обманывать? Так, давайте дальше. Там много есть еще доказательств. Я еще писал об этом, как нас они там стравливают, как они делают. Причем это не только происходит с одной стороны. С другой стороны то же самое идет, стравливание. Понимаете? И религия это только инструмент. Нас используют. Вот, сильные мира сего для удержания власти, для зарабатывания денег. Они нас используют. Нашу веру, любые наши плюсы, минусы, все используется для достижения целей вот, правителями там разными.
Так, ответь, я хочу спросить. Ну, юзер, слушаю, давай, задавай вопрос. Лемонез, большой. Ты ответишь или нет? Чего ты не отвечаешь на вопрос? Вот. И вот надо смотреть, ты не отвечаешь. Отвлекает просто. Очередной раз делал, да? Вот так они сбивают. Вот он заходит, он, ответь. Я листаю, смотрю, а нет. Ну, вот такие вот они, любители, да. Так, давайте посмотрим, что у нас по комментариям. Так. Есть мнение, у кавказцев был кодекс горцев. Скажите, как он называется? Я не знаю кодекса кавказцев, я знаю кодекс чеченцев. Понимаешь? У каждого свой, наверное, есть кодекс. Кодекс горцев, кодекс кавказцев. У нас есть кодекс Нохчалла. Вот этот кодекс. Или, ну вот Нохчалла это называется. Я так полагаю. Так. Мавзолей с трупом террориста Ленина – это черно-магический зиккурат. Да? Интересно. Так, салам алейкум, Асан. Что скажешь насчет высказывания Медведя, связанного с Мерцем? Я Далсадуэла, Далсадуэль, я как раз об этом уже сказал, The Reality. Я об этом сказал. И знаешь, я считаю, что одну секунду. Марионетка КГБ ФСБ, еще раз для тебя скажу. Дмитрий Медведев угрозы передал, намекнул от своего родного учреждения Фридриху Мерцу, что фактически похитить канцлера. Теоретически, я сказал, я уже опубликовал это, Димона можно было бы арестовать и экстрадировать как Мадуру. Но этот неуловимый Джо на самом деле нафиг никому не нужен. Уважаемые немцы, обращаюсь к вам и к тебе в том числе, как к немцу. С КГБшниками надо жестко. Только язык силы и только матом. Только так понимают. Вот как с ними нужно разговаривать. Я надеюсь, что вот эта вся чушь, которую они тут пытаются, они пугают так западников. Сейчас Мерц должен испугаться, сказать: о боже мой, как мне страшно, и так далее, и так далее. А я скажу Мерцу и немецкому народу: не стоит их бояться. Ничего они из себя не представляют. Особенно вот этот Медведев. Это вообще самое ничтожество. Да, он передает их, то, что ему сказали, но это Медведев самое большое ничтожество. Понимаете? Самое большое ничтожество. Понимаете? Мерца они украсть не смогут. Они смогут какого-то там оппозиционера украсть, какого-нибудь там воина, который здесь находится в бегах, его украсть могут. А Мерца они украсть не смогут. Это вам не Америка. Америка показала, как работает. Да. Как нужно работать. Да. Натюрли. Мулата, вот опять смотри, ты сейчас приводишь мне из Корана, и вот до того ошибочно то, что вы говорите, до того ошибочно. Ты приводишь из Корана, что не дружите с евреями, иудеями, не дружите с иудеями, христианами, они дружат между собой. Если же кто-либо из вас дружит с ними, то он сам из них. Воистину Аллах не ведет прямым путем нечестивцев. 5.51. О вы, 5.51. О вы, которые уверовали. Я знаю этот Коран, я это тоже изучал, не волнуйся. Но вот этот аят был послан определенное время. Каждый аят, каждая сура, она должна рассматриваться в конкретном контексте. О чем тогда идет речь? Понимаешь? Тогда как раз шло борьба шла
маленькая мусульманская община сражалась против христиан, и евреи, иудеи были на их стороне. Но много раз было, евреи были и на нашей стороне. И христиане были на нашей стороне, а также мы были на стороне христиан. Например, когда преследовались последователи Мухаммада, они перебрались в Эфиопию, как мы знаем этот случай. Там был царь-христианин, который защитил, принял и так далее, и так далее. И когда началась борьба против вот этого царя, какими-то соседями или там конкурентами, тогда эти мусульмане сказали, что мы хотим воевать. И некоторые воевали за этого христианского царя. Хотя он сказал, не нужно. Вы мои гости, вам не нужно воевать, мы сами. Некоторые пошли и сражались. Когда умер эфиопский король, царь их, Мухаммад, мир ему, молился за христианина. Понимаете? Молился. Джума намаз делал, величина дештол, докламаз дуй, и докламаз дешхелацу, динацу. Тот не был мусульманином, когда умирал. Понимаете? Каждый случай есть отдельно. И вот в этом случае, который ты приводишь, это когда было конкретно у них там проблемы были, и им тогда был ниспослан, чтобы мусульмане не уходили туда, к евреям и христианам. Он таким образом их пытался объяснить им, стойте, не уходите, не берите их, друзья. Но после этого они уехали еще в христианскую страну, и там уже воевали за этого царя. Как тогда это противоречие? Поэтому нельзя поддаваться на то, что нам говорят. Я не хочу вас обмануть. Я не хочу вам что-то там рассказать не нужно. Я вам хочу, чтобы вы критически начали сами мыслить. Понимаете? Вот так выхватываете какие-то там Кораны, какие-то там конкретные суры и начинаете говорить. Вы изучите, к чему это сказано, когда это сказано, для чего это сказано. Понимаете? Вот как нужно подходить к этому вопросу. Так, ну вы меня сейчас в религию, мне, знаете, вы сами можете взять, обратиться к шейху Гуглу и к шейху чату GPT, или к раввину чату GPT, и спросите у них, или самое лучшее, друг вам, раввин, неправду скажет, чат GPT, возьмите сами Коран, можно на русском языке, есть Кулиев такой, и ищите, прочитали, вам нужно кого-то ненавидеть, вот вам там сказано. И и в Библии, и в Торе вы найдете аналогичные, когда конфликты возникают, что нужно защищаться, что нужно бороться и все остальное. Вот вы берете свой Коран, читаете его, смотрите, нашли какую-то, вам говорят, кого-то ненавидеть надо. Христиан ненавидит, евреев ненавидит, еще что-то. Разберитесь, почему так получилось, что евреи жили на территории, где жили мусульмане, их никто не трогал. А есть хадис, что Мухаммад, мир ему, ходил и кормил слепого еврея, старика. Сам лично ходил и давал ему еду. Но много чего есть, можно рассказать. И в том же Коране говорится про то, что это их земля. Ну, много чего есть. Поэтому, если вам кто-то предлагает кого-то ненавидеть, это должен быть у вас, как сейчас принято говорить, red flag. Значит, это все, стоп. Вы в этот момент сами себе должны сказать стоп. Ислам, первое и самое главное слова, которые есть в исламе, и это характеристики Бога, характеристики Аллаха. Это Бисмиллахи Рахмани Рахим. Мы каждый раз говорим это. Перед каждой сурой, почти, кроме одной, по-моему, суры в Коране, она начинается Бисмиллахи Рахмани Рахим. Любое действие мы начинаем со слова Бисмиллахи Рахмани Рахим. Как переводится это предложение? Во имя Аллаха, милостливого и милосердного. Вы должны, если вы думающие люди, в первую очередь обратить на эти внимание. Я вам как юрист скажу, каждая буква, запятая имеют значение в любом деле.
Тем более в этой самой священной, самой главной книге для нас. И главная характеристика Бога, и которую Он хочет видеть в нас, это милостливый и милосердный. Да, где-то возникали войны и конфликты, и в этот момент проходил какой-то хадис, и там объяснялось, как нужно вести, так же, как воевать учили. Как можно воевать и как нельзя воевать. Понимаете? Поэтому не дайте себя обмануть. Вот все, что от вас требуется. Это вам нужно, не мне. Вы должны это понимать. Понимаете? Баркал хуна да садоль. Так. Интересно меня вот спрашивают, куда делся этот интересно. Замира меня спрашивает, интересно, старались ли вы хотя бы жить один раз просто по-человечески, не держать на сердце зло для других, просто не замечать врагов и жить просто для себя? Не получается. Люди уже устали, говорит. Если Замира вы ко мне обращаетесь, то я абсолютно живу без какой-либо злости и без какой-либо ненависти. У меня даже к ФСБ нету никакой злобы, озлобленности. У меня есть к ним презрение, как к дохлой скотине, которая уничтожает мой народ. Если бы мой народ, они просто убили бы более 250 тысяч, 25%, и оставили бы в покое, то мы просто зализывали бы раны и занимались бы созиданием. Но фашистская русня оккупировала нашу территорию, бросает нас на новые войны, оболгала нас на весь мир, обозвав террористами, фашистами, исламистами и всем остальным. При молчаливом соучастии наших братьев-мусульман, как внутри на Кавказе, так и в России, и в мире. Понимаешь? Это наша беда, это наша проблема. И я, если оставлю это, то здесь, на Западе, вы нас представляете исламистами, террористами, фашистами и всеми другими. Ты думаешь, мне делать нечего, я здесь сижу? Или какая-то ненависть меня-то? Нет. Я просто инстинкт самосохранения есть такой, инстинкт в человеке. Так вот, этот инстинкт, поборов над собой, я инстинкт самосохранения своего народа пытаюсь донести до чеченцев и до всего мира, что мы не те, кто нас представляет вот эта фашистская, ублюдочная страна. Понимаете? Вот эта ублюдочная фашистская страна уничтожает украинцев. И теперь мир, которому сейчас самому уже мерца украсть надо, еще что-то, теракты проводят, теплоэлектростанции сжигают в Германии, теракты, диверсии, убийства, много чего делает фашистская русня. Теперь они поняли, и теперь нас слышно. И у меня есть уникальная возможность донести до всего мира нашу точку зрения, и мне поверят, и мне верят, самое главное. То, что я говорю, потому что это очевидно. В Украине мы это видим, что такое фашистская русня. Поэтому я сижу не потому, что мне делать нечего, или я деньги зарабатываю на этом. Нет, я зарабатываю вот то, что вы мне донат даете. Это все, что я зарабатываю. Но я работаю, у меня есть своя работа, где я кормить семью должен. И работаю. Но при всем при этом вот такая вот вещь. Никакой ненависти. Только презрение, как к дохлой скотине. Понимаете? И все. И если бы оставили бы нас, еще раз говорю, это свора палачей нас, я бы ничем не занимался, вы меня никогда не узнали бы, никогда бы не увидели бы меня в интернете. Понимаете? Евреи платили джизью. Ну вот, Булата, вот вы все выхватываете. Что такое платить джизью было тогда, как это, когда вводилось? Объясните мне. Джизя это считалось, вот вы воюете против кого-то, да, они воевали там против другого племени, и они это племя захватили. Некоторые там были не мусульмане. Так вот,
это как компенсация за убитых во время боя, что ж погибли. Сейчас Россия же будет платить сейчас Украине. Правильно? Как только она потерпит поражение, она будет платить Украине. Так это называется то, что вот ты называешь джизя. Разберитесь в вопросе. Не делайте 1500 лет прошло с тех вот этих моментов, почти 1500 или около 1500. 1000 лет прошло. 1400, да, с чем-то лет прошло. И за это время много что изменилось, много что менялось, дополнялось, менялось, искажалось, вралось откровенно в угоду каким-то правителям. Разбирайтесь, в каждом вопросе нужно разбираться. Просто для вас red flag, когда вам сюда в голову вкладывают ненависть. Вот это должен быть red flag, потому что ислам это милостливый и милосердным. И Бог нам говорит быть такими же. Понимаете, если Он такой, и мы должны быть такими. Понимаете, мы же исповедуем то, что Он нам говорит. Вот в чем вопрос. Это все обман, это манипуляции. Нас обманывают. Так. Ничего не изменилось. Исламские страны сейчас оплот терроризма. Мулата, ну тебе бан за фашизм. Оплот терроризма это ваша фашистская русня. Ислам это ред флаг Петрович. Тебе тоже бан. Фашисты, кто обвиняет всех мусульман, всех ислам, весь ислам, вы фашисты, я вам говорю. Любой человек, тот, кто вот эти радикальные исламисты, тоже фашисты, они признаны. И вы фашисты, которые обвиняете невиновных, а этих. Самый главный террор и самый главный бандитизм это Кремль. Это Россия, понимаете? И их пособники, чтобы вы знали. То, что вы говорите, это правда. Я тоже ваш чеченка и борюсь с этим уже несколько лет. Но я уже сама к последнему выводу пришла, что если между нами будет мир, тогда сам Аллах обережет от них. От кого от них? От России? От России? Что правильно ты говоришь. Нужно понимать дело. О, еще одна вылезла. Фашнявая рожа. Друзья, ну мы можем, алейк салам, харакири. Машволь. На этом я свой стримим уже больше 100 минут, 100 уже 10 минут, почти 2 часа в эфире. Друзья, спасибо вам, что проявляли интерес. Было очень интересно с вами. Завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым. Приходите обязательно. И всего самого хорошего. Слава Украине. Am Israel Chai. God bless the United States of America and Germany. Ну и, конечно же, все будет Ичкерия, ам дин ду, ночи ам долш ду хираду. Адикюэль маш оэль. Всего хорошего, друзья, до свидания.